Вторая часть нашего интервью Антона Валерьевича Лебедева в рамках нашей кампании по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии. Антон Валерьевич, а что вам известно о фактах преследования евангельских христиан? Поподробнее, если можно. Спасибо за вопрос. Действительно, эта тема, она не так ясно описывается, и она еще ждет своего пытливого исследователя. Ну, я не могу сказать, что это исследование провел я, потому что это не так. Есть такой человек, историк церквей евангельских христиан-баптистов, зовут его Сергей Владимирович Храмов. Он работает в одной из школ нашего города, и он, собственно говоря, провел это исследование, покопался в архивах и нашел очень многие интересные факты, которые я вам сейчас озвучу. Ну и с его разрешения, да, мы это сделаем. Итак, начнем мы с начала. Одним из первых упоминаний о протестантах в Саранске является доклад местных чекистов в Пензенский губотдел Государственного политического управления ГПУ, в котором, в частности, говорится, количество членов данной секты около 50 человек. Какой год? Это 23-й год. Ага. Такое количество членов секты распределено по городу Саранск. В 26-м году выходит статья в газете «Завод и пашня» «Есть ли Бог?», в котором рассказывается, как на устроенном большевиками диспуте в прениях за Бога вступились баптисты. Вот как описывает данное действие автор статьи. Начинается самое интересное – диспут. Как тараканы из щелей вылезают на сцены Божьи защитники баптистов. Ай-яй-яй. Записываются, слов берут. Им по штату полагается Бога защищать, по Евангелию живут. Вот баптист Любимов. Что он мог сказать в защиту своего Христа и Евангелия? Выступал и другой баптист, Фомичев. Он проповедник у евангелистов. И так далее, и тому подобное. И таких статей найдено несколько. В них баптисты именуются не иначе, как сектантами. Над ними там всячески смеются, потешаются и так далее, и тому подобное. При этом отмечают, что эти люди, они защищают свою веру рьяно, искренне, и в принципе ничто их не может сломить. Далее, также в Республиканском архиве обнаружен документ, датированный 29 годом. Вот его содержание. В дополнение именного списка Саранской общины евангельских христиан Совет общины сообщает, что Саранская община состоит из 3 групп – Саранской, Рамаданской и Константиновской. Председателем Саранской общины является гражданин Фомичев Иван Никитович. И дальше говорится об этом же Фомичеве. Я упомяну, он был позже репрессирован, но тем не менее вернулся. Да. Здесь 1930 год. Газета «Красная Мордовия» проводила следующую статистику с соответствующим комментарием. 679 попов и диаконов, 70 мул, 49 сектантских пресвитеров, проповедников, 3 сектантских начетчика. Ну, то есть такой, опять же, проповедник. Да, итого 801 человек. Ну, то есть не иначе, как сектантами, как лицами неблагонадежными, как людьми такими антисоветскими, их не называли. Только вот так. Согласно информации, представленной Синюшиной, Козловой и Моисеевой, в рассматриваемый период, то есть это 30-е, 40-е годы, подверглись репрессиям, были посажены в тюрьму на разные сроки евангелисты и баптисты Саранска: Григорий Никитович Косицын, Иван Никитович Фомичев, пресвитер общины, Василий Степанович Синюшин, пресвитер общины, Александра Петровна Филимонова, Василий Павлович Тумольский был дважды репрессирован, Евдокия Петровна Козина, Дмитрий Филиппович Козин умер в тюрьме, Александра Ивановна Стрельникова, регент хора, и многие-многие другие. При этом в 1946 году в Саранске была зарегистрирована община евангельских христиан-баптистов, насчитывающая в тот период 20 человек. Уполномоченный сообщал об активной пропагандистской работе членов данной церкви, направленной на привлечение в общину новых прихожан. И эта активность давала свои результаты. Численность общины росла. В 1947 году она увеличилась почти в 2 раза, до 40 человек.
Далее говорится о 50 членах уже в конце 1947 года. Потом к церкви присоединяется еще несколько десятков человек. И вот к 1953 году количество прихожан выросло уже до 96 человек. Но в 50-х годах происходит закрытие церкви, снятие ее с регистрации, по разным причинам. А где она находилась? Она находилась на улице Пугачева, 6. Это какой район? Я вам не могу, к сожалению, сказать. Сейчас этого уже места нет, но потом при помощи одной верующей женщины был выкуплен дом под церковь, и этот дом, он находился на улице Макшанской и находится до сих пор. Надо сказать, что церковь на тот момент уже к 50-м, 60-м годам составляла до 150 человек. Только хор был из 50 человек. И об этом свидетельствуют сохранившиеся фотографии того времени. Надо сказать, что несмотря на закрытие, верующие собирались долгое время вне помещений, тайно. Потом уже в 1965 году приезжает в Саранское постоянное место жительства одна женщина, которая для церкви, она искренне верующая женщина, для церкви она покупает дом, и там образуется церковь на улице Макшанской. С начала 1980-х годов баптистскую общину Саранска возглавляли исполняющий обязанности пресвитера Саяпин, председатель исполнительного органа Петр Антонович Козлов. И Петр Антонович Козлов, который умер, у Бога все живы, он ушел к Господу, как мы говорим, в 2008 году. И я лично с этим человеком общался и был знаком, и это был человек, когда уже он умирал, у него были серьезные онкологические проблемы. Вы знаете, мы к нему пришли как-то так, мы надеялись его утешить. Вы знаете, утешил он нас, потому что человек уже в возрасте, он просто сказал: я иду к Богу, а вы, мол, молодые, давайте вперед тоже, идите за Богом. И 40 лет этот человек, Петр Антонович Козлов, был лидером фактически евангельского движения в Мордовии. И можно сказать, в заключение этой краткой исторической части, что протестантские общины Саранска, это и баптисты, и пятидесятники, и адвентисты, они преследовались властями так или иначе на протяжении всего времени их существования в советском периоде. Менялся характер преследований от открытых репрессий ГУЛАГа до отказов в официальной регистрации, мелких провокаций и прочих действий. И, конечно, мы очень надеемся, что этот период он никогда не повторится в нашей жизни, в нашем, так сказать, в жизни церквей, потому что, к сожалению, те тенденции, которые сейчас происходят, когда государство пытается, может быть, под благими намерениями, может быть, под желанием защитить людей от терроризма, от экстремизма и от прочих страшных измов, мы очень надеемся, что не настанут такие времена, потому что есть какие-то подвижки, когда действительно нам бы хотелось более открытых отношений с властями, и хотелось бы, чтобы и сегодня не было никаких преследований религиозных меньшинств ни под каким предлогом. Вот, это вот, наверное, кратко то, что я могу сказать об истории, да. А вы как считаете, чтобы как раз нашему поколению будет это важно? Мы видим, сколько священников, священнослужителей разных конфессий было репрессировано. Мы видим, как они во время репрессии вели себя, демонстрируя свои высшие нравственные качества, часть из них. И вот, допустим, известно, в 1938 году Советский Союз аннексировал Монголию, которая была независимым государством, и тем начал, по сути, Вторую мировую войну, хотя потом мы стали говорить, что нас неожиданно напали, хотя мы сами, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Финляндия и так далее. И вот в 1938 году, когда мы присоединили Монголию, только за несколько недель
было убито около 10 тысяч лам. Мгм. И мы знаем вот статистику, вы говорили, я говорил по священнослужителям репрессивным. А как вы считаете, если бы не было этого уничтожения сотен тысяч людей, верующих и вот, лидеров религиозных, как бы общество, как бы вот их жизнь, их последующая деятельность, она изменила к лучшему наше общество, а без них мы вот не увидели того, что они могли бы сделать. Вы задаете сложный вопрос, потому что это опять из разряда сослагательного наклонения. Вы знаете, христианство... Для чего нужны священнослужители обществу разных конфессий? Вы знаете, христианство, оно переживает разные периоды своей жизни. Есть период внешнего благополучия, есть период скрытых гонений, период открытых гонений, период, когда христианство становится государственной религией, период, когда христианство не становится государственной религией. И вопрос, что лучше, да, какой период лучше? Я думаю, что для людей верующих такого однозначного ответа нет. Конечно, мы хотим, чтобы нас не гнали. Но по сути в каждом периоде есть свои вызовы для церкви и есть свои трудности. Да? Если бы все было идеально у церкви, вообще всегда, да, наверное, церковь бы не была бы той церковью, которая она есть сейчас. Потому что церковь, она окроплена кровью мучеников. И это просто факт. Поэтому, может быть, Бог допускает, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, не делает зло, но допускает какие-то такие вещи, да, чтобы церковь укрепилась, чтобы церковь росла духовно, от нее отсеивались какие-то люди, которые просто ради популярности пришли к церкви, понимаете, о чем я говорю, да? Ради какой-то общественного одобрения пришли в церковь, потому что многие ходят в церковь, потому что она популярна. А когда церковь перестает быть популярной, эти люди уже не ходят в церковь, и от церкви остается что? Та самая церковь, которая и есть церковь, да? То есть люди, верующие в Иисуса Христа. Поэтому, что бы было, не знаю, может быть, было бы на самом деле и даже хуже. Почему? Потому что люди бы вот в этом состоянии, в идеальном, они бы, может быть, оставили Бога. И опять здесь пример, кто израильский народ. У израильского народа были разные периоды. Были периоды гонений, были периоды, когда они вышли из Египта, из рабства из Египта, и пошли по пустыне. И вот Бог их ведет по пустыне, Он им все дает, у них все есть, и Он сам их ведет. И они начали роптать, они начали кучу проблем создавать, являть свое неверие, поклоняться золотому тельцу. И вот вопрос, а что было лучше? Когда они вот вышли из Египта и ничего не имели? Или то, когда они вот все вроде имеют, а на Бога ропщут, а Богу не поклоняются? Неизвестно, что лучше. Поэтому что бы было, не знаю. Конечно, нам всем хочется времена, чтобы были абсолютно безоблачная, жизнь спокойная. И об этом даже Писание говорит, молитесь о том, чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную. Но с другой стороны, Бог допускает такие моменты, и может быть, чтобы церковь усиливалась. Поэтому, что бы было бы, если было бы все идеально? Я не знаю, я думаю, что это не зря, что все не идеально, это все не напрасно. Приближение к идеалу поможет наши, я считаю, 8 пожеланий нашей инициативной группы. Давайте по ним пройдем. С первого пожелания в том, что мы считаем, что необходимо ежегодное поминальное мероприятие памяти жертв политических репрессий. И вторая часть этого пожелания, чтобы, мы считаем, было бы правильно и приветствовали бы это, если было ежегодное выступление представителя руководства республики, главы республики, например, со словами соболезнования репрессированным и их семьям. Как бы вы это? Я абсолютно согласен. Любое напоминание ежегодное, ежедневное, ежечасное, оно важно. Выступление тоже важно представителей власти. Почему? Ведь эти репрессии исходили от власти. И таким образом власть, говоря на этих мероприятиях, признает, что она так делать не будет. И она не будет идти этим путем.
Поэтому если власть это будет говорить, и потом, если она как-то пойдет этим путем, ей можно сказать, ну вы же сами говорили. Ну вы же сами, да, мы же сами проводим эти мероприятия. Поэтому очень важно, чтобы такие мероприятия действительно были. Второе. Увековечение памяти репрессированных с помощью, в форме крепления мемориальных досок на стенах последнего места жительства еще сохранившихся редких каменных домов или частных домов. Вот было бы ли это полезно? Ну, я вам сразу на все скажу, все полезно. Но тем не менее, здесь что здесь можно комментировать? Память о тех людях, которые жили, крайне важна. Мы идем по улицам европейских городов, и мы говорим, как там все исторически, как там все красиво, как там все интересно. Интересно там исторически не потому, что это туристы, да, туда приехали и там деньги вкладывают, а это потому, что их власти, их общественная организация, их общество, оно помнит конкретных людей. Вот вроде идешь, да, вот так удивляешься по какому-то городу, вот здесь вот умерло 10-20 человек, или 1-2 человека. Ну, казалось бы, сколько в истории умерло людей, да, а помнят, чтобы такого больше не повторялось. Поэтому крайне важно и память людям вернуть историческую, и все остальное. И в том числе вы, наверное, поддерживаете следующее наше пожелание: установка в центре Саранска памятника жертвам политических репрессий. То есть вообще все наши пожелания, они берут пример с лучших практик других регионов и говорят о том, что мы, общество Мордовии, хотим встать на уровень, вот этот высокий уровень обществ, уважающих собственную историю, сохраняющих память о невинно пострадавших земляках. Вот памятник, как бы вы оценили? Ну, наверное, не памятник какому-то конкретному человеку, а мемориал, да, какой-то, то есть, наверное, что-то символическое скорее, чем конкретный человек, да? Да. Что-то символическое. Разные версии есть. Или родным, или тем женам с детьми, которые ждали, не дождались. Или образ, разные истории. Есть образ маски. Наверное, какой-то образ, да. Конечно, конечно. Да, потому что, понимаете, вот есть вещи позитивные, есть вещи негативные, да, в жизни. Вот есть в нашем центре памятник победе там различные, да, воинам-освободителям и так далее. То есть здесь мы говорим, что героический момент. Рядом должен быть момент какой? Покаянный. Негативный. То есть, чтобы всегда это должно балансироваться. Вот это и есть баланс. С одной стороны, есть баланс героического, великого, и есть баланс низменного, греховного, чтобы мы помнили и о том, и о том. И тогда действительно будет какой-то баланс. Вот сейчас мы много говорим о героизме, у нас в обществе много говорится о героизме, героическом, такой эпос, вот, исторический миф, и все это правильно. Может быть, это и нужно, я согласен, но должно быть и то, что напоминает нам. Вот этот героизм может привести вот в таком преувеличенном виде к очень негативным последствиям. Следующее наше пожелание в том, что мы считаем необходимо открытие в начале постоянно действующей выставки в одном из исторических зданий Саранска, посвященных периоду репрессий и правде, и архивно доказанной правде о таком отношении преступном к обществу, и в перспективе открытия одноименного музея, который есть во многих городах России, даже по несколько музеев в столицах, и губернаторы выступают, открывают и финансируют ежегодно десятилетиями эти музеи, и президент страны тоже открывал. Не стоит ли нам вот тоже пойти по этому пути и открыть у нас выставку, а потом музей? Стоит. Ну что ж, чему-то стоит. Потому что, опять же, увековечивая это все приглашая к сотрудничеству и даже скорее к инициативе власти, да, мы опять же, это все держит нас всех в тонусе. Общество подотчетно, что вот было вот это, и власть подотчетной, что не повторять такого, чтобы такого не было. Всегда есть, знаете, искушение власти, искушение, у власти есть искушение власти, у общества есть искушение крайности, радикализма. Чтобы вот мы учились, если мы пережили такой 20-й кровавый век, чтобы мы научились
21 век, чтобы был мирным. Хотя вы правильно говорите, что и в 19 веке были репрессии, а дальше там вообще были еще более жестокие времена. Допустим, мы знаем, что в конце 19 века были огромные репрессии, как бы очистка от черкесов, когда города на юге Кавказа просто очищали от территории. Какое отношение было к представителям чеченской нации, Кавказа, как насильно присоединяли эти нации, и тоже до сих пор эта боль осталась в их истории этих народов. Мы тоже, если мы хотим жить в мире друг с другом, мы должны учитывать боль разных народов и не закрывать глаза для того, чтобы восхвалять, что у нас замечательное всегда было государство, или по крайней мере. Ну да, конечно. Вот мы должны и тот период. И вот следующее наше пожелание в том, чтобы продолжать реабилитацию людей, наших граждан, проживающих на территориях, впоследствии вошедших в состав Мордовского округа, автономной области, в период проведения массовых операций, значит, военного коммунизма, красного террора, уничтожения религии, ликвидации классов, большого террора, раскулачивания, коллективизации, шпиономании, потом борьбы с контрреволюционными элементами, антисоветскими элементами, космополитизмом, сионизмом, буржуазией, непманами, валютчиками, спекулянтами, невыездными моря. И это все тоже нужно постепенно, законодательно оформлять как преступление против граждан своей страны, если это действительно убедительные будут аргументы, и продолжать реабилитацию этих десятков миллионов людей, как вы считаете? Вы знаете, прежде чем продолжать реабилитацию каких-то миллионов людей или тысяч людей, вот нужно знать этих людей. Кого мы реабилитируем, что мы реабилитируем. Даже посмертно? Да, ну для этого нужно знать, для этого должен быть список. Маркировок, да, называется. То есть конкретные люди, конкретно кто совершал преступление, кто погиб, почему погиб и так далее и тому подобное. Потому что пока мы размышляем в общем, это все выглядит как исторический миф. Было так или не так. Когда мы говорим, вот конкретные лица, вот конкретные люди, вот конкретные преступления, поэтому я здесь хочу пожелать нашей инициативной группе и вообще, в принципе, исследователям в этом вопросе не идеологизироваться. То есть вот было вот, либо плохо, либо хорошо. Понимаете, да, о чем я говорю? А конкретные вещи, вот конкретные преступления, вот они совершены, вот они отражены. Чтобы это было действительно конкретно и четко, и чтобы никто не мог сказать, что это какая-то идеологическая работа против кого-то, да, что это там Запад против нас там, пытается что-то сделать. Потому что, понимаете, всегда есть такой соблазн. Когда мы говорим в общем, когда мы говорим, Сталин убил миллиард людей, да, это то же самое, что сказать, что Сталин не убил никого. Это не миллиард, ни никого, это все непонятные числа. Кто конкретно, что конкретно, кто, кого, почему. И если эта конкретика будет, тогда уже можно говорить дальше обо многих вещах, которые мы можем делать. Да, и для этого должна быть, во-первых, научная работа. Да. И ограничений для научной работы не должно быть ни каких-то моральных, что вы клевещете на нашу страну, потому что в нашей стране только светлые стороны, ни государственных, что не нужно тратить деньги на такие исследования, это уже прошедшее время, нужно в будущее. И вот наше следующее пожелание, то есть это законодательная работа и научная работа. А законодательная потому, что если вот мной перечисленные массовые операции, они все были даже в нарушении Советской Конституции, они были в нарушении и международных норм права. Советская Конституция, она, извините, что перебиваю, она и свободу вероисповедания гарантировала. И там много чего. И понимаете, там и руководящая, и направляющая роль КПСС, то есть не доминирующая, не репрессирующая, но руководящая и направляющая. То есть почитаешь, и ведь учили марксизм-ленинизм в университетах, и учили, и люди говорят, как это здорово написано, как это четко, правильно. Понимаете, не то, что написано, да, а то, как это делается. Вот что важно. Потому что под маркой там дружбы народов, под маркой там, еще раз говорю, героических многих вещей делались страшные вещи. Ну это вот я к разговору о юридической реабилитации, потому что вот
то, что касается Сталина, потому что я считаю, что Ленин был даже более жестокий человек, чем Сталин. Что видно было, он просто без ограничений уничтожал людей. Это революция. Вот, понимаете, это, извините, я, конечно, Но в революции понимаю. ничего хорошего нет, как бы не оправдывает. Это, знаете, в чем дело? Это Захват власти, люди, насилием. которые имели внутри себя много скапливаемого недовольства на протяжении десятилетий. Люди, которые подпитывали эти недовольства, ну, понятно, что жизнь у нас никогда не была хорошей. В стране такой прям идеальный такой... И Первая мировая война еще ожесточила население. Да. Миллионы Люди убитых, ожесточены. раненых. И вот эти люди копят себе, копят, и вот они имеют власть. Вы знаете, нет ничего хуже ожесточенного и обиженного человека, который получает какую-то бразды правления. Нет ничего хуже. Этот человек будет вершить суд, как он понимает. Вот эти люди вершили суд. Ленину, наверное, просто не хватило времени, чтобы, и слава богу, что не хватило, чтобы, ну, скажем так, сравняться со Сталиным. Да? Но по факту, конечно, он это заложил. И это любая революция. Посмотрите на любые революции, которые происходили и в других странах, которые сейчас происходят в соседних республиках. Они выносят вот какую-то пену недовольства, пену ненависти, пену национализма, пену какую-то, вот знаете, нетерпимости. Все это себя сопровождало. А наша русская революция, есть такое понятие, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Мы уж если бунтуем, то так, что до сих пор, вот 17-й год, ну казалось бы бунт, бунт, 17-го года, сейчас 2019 год, и мы с вами говорим то, что случилось 102 года назад. Мы до сих пор не можем все растрясти. Представляете, какой ужас? Сколько дел наворотили, когда эти бунты, да? Поэтому тут, с одной стороны, да, государство не должно делать многие вещи. С другой стороны, мы, как народ, должны обладать достаточной мудростью, чтобы без бунтов, революций, ненависти, нетерпимости уметь говорить с государством, уметь взаимодействовать с государством и самим становиться фактически кем? Ведь откуда берется государство? Это же не люди с Марса прилетели. Власть. Власть это мы. Вот, мы только добившиеся чего-то, да? И вот я завтра стану на место этого человека в государстве. Буду ли я лучше него? Неизвестно. Мне кажется, что я буду. Многим кажется, может быть, кому-то кажется, или вернее, не многим, что я буду, а кто знает. Поэтому в себе это надо прежде всего искать, и без бунтов, революций, без всяких потрясений стараться спокойно говорить с властями, не закрываться, но и не бунтовать. Да, урок мы для себя должны сделать, потому что революции, как правило, победят худшие. И Да. умные люди, если они им на то и ум, чтобы они не говорили в рулетку с нашим народом и говорили, что нет, а в этот раз победят ангелы. Ускоряемся, батарейка кончается, 2 последних пожелания. Да. Значит, предпоследнее – это открытие архивов для научной работы, Да. по возможности максимально, и в том числе обнародование географически точного места расположения мест массового сохранения, потому что в Мордовии их точно, наверное, больше 10, а известно только 2, и причем найдены они там полуслучайно, но это не были открыты архивы. Как вы к этому? Ну, конечно, это нужно сделать. Это, конечно, инициатива государства, потому что государственные органы об этом знают. Если они об этом знают, они должны предоставить такую информацию. Конечно, они боятся ее предоставить. Не то, что боятся, они неохотно это делают, потому что это может бросить тень на сегодняшние органы власти. Эта тема вообще сложная, эта тема вообще очень такая тонкая, и она чувствительная, поэтому я о ней стараюсь говорить всегда осторожно, потому что я понимаю, что здесь тоже такой момент. Мы можем разворошить, еще хуже сделать. Да, мы можем разворошить какое-то вот осиное гнездо, еще хуже сделать. Поэтому спецслужбы неохотно открывают такие вещи. Я думаю, что если это нужно, для кого-то это должно быть открыто, эта информация должна быть открыта, с учетом, конечно, что эта информация будет использоваться для научных исследований, а не для, знаете, публицистики, опять какие все плохие, какие все хорошие. Да. Но еще это месторасположение, оно будет использовано в том числе для реализации следующего нашего пожелания, облагораживания уже найденных мемориальных кладбищ. Это в Рамадановском районе, в селе Большой Чуфарово, в окрестностях Чуфаровского Свято-Троицкого монастыря православного. Там обнаружено захоронение сотен, в том числе заключенных, которые там находились в период 20-х, 30-х, 40-х годов.
там была колония и лагерь. И на юго-западе Саранска у богоявленских родников выявлены в 2004 году 7 ям, останки примерно около 700 останков тел с простреленными черепами. И как вы считаете, вот, поддерживаете ли вы наше пожелание облагораживания вот этих, хотя бы вот этих найденных мемориальных кладбищ на такой основе государственной? Вот, профессионалы знают, как облагораживать, чтобы люди могли приходить, вспоминать и видели, что мы помним, и это даже в финансировании это видно, и в оформлении, и возведение на, вот, допустим, у богоявленских родников на юго-западе Саранска мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Мордовии, что есть тоже во многих регионах России, и даже президент страны присутствует на открытии таких мемориальных комплексов. Как вы к этому относитесь? Ну, как я по умолчанию отношусь положительно. Нужно обязательно устраивать. Я, бывая в разных странах, видел, что люди из ничего, те же Соединенные Штаты Америки имеют историю там в меньше 300 лет, да? Ничего. Вот у них там такого серьезного нет, а оно облагорожено, сделано туристический объект. Какой-то там индеец что-то сказал, какой-то деятель что-то сказал, совершенно, может быть, даже обыденное. Это историческое место. Какое-то здание, ему 100 лет. По нашим меркам 100 лет здания, это вот Большой театр старших Соединенных Штатов Америки. А у них нет, они их помнят, четко сохраняют и облагораживают, так что это туда можно подъехать, туда можно подойти, там можно посидеть, подумать, поразмыслить, просто прикоснуться к этой истории. Поэтому обязательно это нужно делать. Любое, что касается истории, об этом нельзя забывать. У нас достаточно было в стране времен, когда мы пытались забыть историю. Когда мы пытались сбросить с корабля современность там, Пушкина там, и всех остальных. Такие вещи нельзя повторять. Нужно помнить историю и делать ее доступной для людей. А вот я нашим телезрителям советую зайти на ваш живой журнал, и вы там размещаете в том числе, как сказать, своего рода экскурсии по странам, в которые вы были, и фотографии очень красивые, и невозможно от них оторваться. А как вы считаете, те, кто будут приезжать вот опять в сослагательное направление, наклонение в Саранск и Мордовию, в котором будут реализованы наши пожелания через несколько лет, когда региональные и городские власти найдут финансовые возможности, как изменится отношение туристов, как они будут воспринимать наше общество? Вы знаете, сильные люди – это искренние люди. Это люди искренние, люди, которые говорят о своих достоинствах, о своих недостатках. Поэтому дай нам Бог, чтобы мы умели сказать об этих недостатках. И когда люди увидят, что это есть, они, наверное, будут сюда приезжать и смотреть, потому что эта тема вечная, эта тема важная. И хотелось бы пожелать, чтобы были реализованы все эти возможности, чтобы мы были известны не только как спортивная какая-то нация, еще раз говорю, героическая какая-то республика, но и как те, кто, опять же, помнит свою историю и честно смотрит на нее. И вот я благодарен очень вам, Владимир Викторович, за вашу инициативу. Я, конечно, не совсем достойный человек для того, чтобы, может быть, представлять такую тему обширную, но она тоже меня беспокоит, и я надеюсь, что мы не вернемся туда. Вот давайте мы просто определим, что нам не возвращаться туда, и для этого сделать все, в том числе вот эти поминальные мероприятия, о которых вы говорите. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел кандидат культурологии, доцент кафедры английского языка для профессиональной коммуникации, факультет иностранных языков Мордовского государственного университета, член Российского союза переводчиков, автор диссертации на тему религиоведения и библейского перевода Антон Валерьевич Лебедев. Спасибо вам большое. Спасибо большое, благодарю. Спасибо.